В эфире программа «Пациент». Здравствуйте. На днях в детской городской поликлинике провел бесплатный осмотр и консультацию маленьких пациентов травматолог-ортопед Георгий Чибиров. Специалист прибыл в Абхазию по приглашению культурно-благотворительного фонда «Ашана». Чибиров специализируется на консервативном и оперативном лечении при ДЦП, суставной хирургии верхних и нижних конечностей у детей и взрослых, методом регулируемого роста костей у детей, лечения и последствий врожденной аномалии развития позвоночника на нижних конечностях. Георгий Чибиров – действующий хирург со стажем работы более 10 лет. За 3 дня приема врач осмотрел более 50 пациентов. Из них 16 отобраны на хирургию, большую часть которых будут оперировать в России. Несмотря на занятость, Георгий Чибиров любезно согласился ответить на наши вопросы. Георгий Чибиров – врач-травматолог-ортопед первой категории, кандидат медицинских наук, стипендиант французского общества травматологов и ортопедов «Совкод». Он также является членом Ассоциации травматологов и ортопедов России. Георгий Мирабович в 2012 году стал лауреатом премии «Умник» за разработку хирургического инструментария для выполнения реконструктивных вмешательств на локтевом суставе. Он автор более 50 публикаций, запатентовал 9 изобретений и полезных моделей, является автором 12 рационализаторских предложений. На сегодняшний день доктор Чибиров работает в подмосковном лечебно-реабилитационном центре Федерального государственного бюджетного учреждения Федеральный научно-клинический центр медицинской реабилитации и курортологии. Георгий Мирабович, вы, насколько я знаю, впервые в Абхазии приехали сюда по приглашению благотворительного фонда «Ашана». Почему вы приняли приглашение или вы практикуете такого рода мероприятия? Что касается нашей команды, нашей деятельности, то хочу озвучить, нашей миссией является быть полезным максимальному количеству детей, которые требуют нашего внимания. Вот, мы не делим детей на наших, своих, чужих, все наши, и поэтому пытаемся, когда появляется такая возможность, помогать всем, кто в этом нуждается. Что касается конкретно абхазского народа и этого приглашения, то вот мы буквально на днях про это говорили. Идея эта родилась на кухне у нашего близкого абхазского друга Тенгиза, вот, который нас свел с благотворительным фондом и познакомил с министром здравоохранения, за что, кстати говоря, и Тенгизу большое спасибо. Нас радушно принял Эдуард Валерьянович. В общем, всем спасибо за то, что даете нам возможность тут находиться, помогать детям, позволяете это. Вот. Мы практикуем такие выездные консультации и даже оперируем в регионах, там, где это возможно, есть оснащение, специалисты, и руководство к этому относится благосклонно. Первый опыт мы получили в Южной Осетии, на нашей родине, и хорошие результаты получили, и приятное взаимодействие с людьми, как с пациентами, так и с специалистами, с врачами. Вот. Такое хорошее дело вылилась наша идея, которая также образовалась совершенно спонтанно и случайно при первом знакомстве с министром здравоохранения Южной Осетии Томасом Джикаевым. Вот, он проезжал мимо Владикавказа, в Москву летел, и вот мой друг Заза, член нашей команды, позвонил совершенно случайно Томасу Джамаловичу и, когда узнал, что он в Владикавказе, пригласил их к нам в клинику. Я как раз в это время оперировал там детей, и как раз вот между операциями как-то вот перекусывая на ходу, значит, мы познакомились с министром здравоохранения Южной Осетии. Там же и родилась эта идея приехать и проконсультировать, полечить детей. Не думал, что там будет довольно большое количество пациентов моего профиля, но выяснилось, что есть такие проблемы в Южной Осетии. И вот с этого и началась наша такая деятельность выездная. Ну, мы, конечно же, поговорим чуть позже о приеме пациентов, но для начала я хотела бы спросить, как вам Абхазия? Максимально радушная земля, благодатная. Нам
нам очень комфортно и гармонично находиться с моим другом на земле нашего братского народа. Вот это очень приятно. Люди на улице знакомятся, здороваются, спрашивают, все ли хорошо, максимально внимательны даже к тому факту, голодны мы или нет. Вот. Постоянно интересуются, чтобы мы не были голодны. Вот. А так приятно, тут очень хорошо, комфортно. Я себя чувствую комфортно. Третий день, по-моему, у вас сегодня, приемный день. Сколько детей вы уже приняли? На текущий момент проконсультировано 53 пациента. Из них 15-16 они отобраны на хирургию. Вот. Часть пациентов, меньшую часть пациентов мы прооперируем в России, потому что они требуют таких довольно серьезных операций с использованием аппаратов внешней фиксации, аппарата Лизарова. Вот. А большая часть, это будет возможно сделать тут, дома, в детской клинической больнице. Вот. По разговору с министром здравоохранения и по нашим запросам вроде там все есть, все, что нам необходимо. Поэтому будем планировать работу тут, у вас дома. Вот. Пациенты разного профиля были, что меня очень удивило, потому что чаще всего приходят плоскостопы, сколиотические деформации и ДЦПшники. Вот. А тут вот прям разнообразный пул пациентов. Вот это и генетические заболевания, и посттравматические осложнения, и ДЦПшники, естественно, и ДЦПшники разного хирургического профиля, там и тяжелые пациенты есть, и пациенты после операции уже проведенных, пациенты с различными другими заболеваниями. Я вот вчера рассказывал о болезни Шпренгеля, редкие такие довольно интересные заболевания. Болезнь Пертеса, тоже тяжелое заболевание. Был паралич Эрба, Дюшена Эрба. Вот, а также еще несколько пациентов с генетическими заболеваниями, на фоне которых сформировались ортопедические нарушения на нижних конечностях. Ну потерпи чуток, потерпи, я же не сильно давлю, потерпи чуть-чуть. О, видишь, ты же можешь расслабиться. Вот когда ты расслабляешься, они не болят на нас. Начинаю упираться, у меня и болевые ощущения. Безболезненная вертикализация возможна тогда, когда мы можем разогнуть колено в положении полного разгибания. Так мы замыкаем коленный сустав и формируем вертикальную позу. Твоя вертикальная поза, она ограничена в этом. Если есть вопросы, еще задавай. Не стесняйся. И нам сказали еще аппарат на всю ногу. После операции эти ощущения изменятся у тебя, а со временем сойдут на нет. На сегодняшний день наука может дать ответ, почему рождаются дети с ДЦП? Изучение давно все изучено на самом деле по поводу ДЦП. Вот. И чаще всего ДЦП это проблема интернатального характера или раннем постнатальном периоде формируются проблемы неврологического профиля у детей в результате по большей части гипоксической травмы головного мозга. Ну, я могу ошибаться, но мне кажется, что в последнее время их стало много. Ну, у нас в Абхазии 1200 или 1300 детей, на население 250 тысяч. Хороший, интересный вопрос, требующий, конечно же, обсуждения. Вот. На самом деле это немного не так. Дети с ДЦП рождались всегда, но просто, во-первых, нужно говорить о том, что у нас на Кавказе, к сожалению, не принято показывать такие проблемы внутрисемейного характера наружу, и некоторые семьи относительно скрывали таких детей, что ли, не показывали на виду, пытались реабилитировать их и лечить в каких-то других регионах, в других странах. Вот. Раньше таких детей вообще не показывали на людях. Сейчас это стало таких детей на виду стало больше. Вот. Люди образовываются, люди понимают, что нужна социальная интеграция таким детям. Они должны развиваться приближенно к норме с точки зрения взаимодействия с людьми. Это благотворно сказывается на формировании психического развития у детей.
Вот. Есть еще некоторые факторы, которые нужно озвучивать. Просто начали выхаживать тяжелых детей недоношенных. Вот. Потому что в большей степени ДЦПшные дети, они недоношенные дети. Раньше такие дети, к сожалению, умирали. Вот. Раньше не умели выхаживать их. Тут появились специалисты этого профиля, появились протоколы, по которым действуют неонатологи, педиатры, неврологи. И нам может казаться, что таких детей стало больше, но по факту это из-за того, что начала работать неонатальная служба. А от ДЦП можно вылечить? На сегодняшний день по каким стандартам вот в России, скажем, лечат ДЦП? По тем стандартам, которые установлены были в советское время, или же медицина в этом вопросе пошла немного вперед? Нужно начать с того, что ДЦП, оно не лечится. Это стойкая энцефалопатия. Вот. Я как ортопед борюсь с последствиями ДЦП, с последствиями неврологического дефицита. Вот. И, конечно же, за все время существования хирургии, травматологии, ортопедии, а еще более узконаправленно это нейроортопедии, подходы все-таки меняются. И это хорошо, потому что там, где совершенствуются принципы лечения ортопедических нарушений на фоне неврологического дефицита, это очень хорошо с точки зрения прогресса научного. Даже вот могу привести пример. Я долгое время работал в центре Илизарова, около 12 лет, прошел там и ординатуру, и аспирантуру, и такой непростой профессиональный путь совершенствования. Стал заведующим. Последние 3 года своей профессиональной карьеры я заведовал 14-м отделением в центре Илизарова. И я должен сказать, что наука, она шла вперед у нас. У нас в нашей команде 5 диссертаций, написанных на тему ДЦП. Различные темы абсолютно. Есть довольно эксклюзивные варианты диссертации, это такие серьезные труды. Вот. В частности, есть труд Плиева Маикбека Казбековича, это труд по хирургической коррекции спастической руки у взрослых пациентов. Это, в принципе, эксклюзив, потому что в России этого нет вообще, в принципе, не лечат. Есть довольно эксклюзивная диссертация Гатамова Архана Хамовича, сейчас он занимает должность заведующего отделения, тем отделением, которым я заведовал. У него хирургическая коррекция пациентов с ДЦП на нижних конечностях. Вот. Плюс он интегрировал в своей диссертации результаты компьютерного видеоанализа походки, которого в принципе в России не существует, он только в центре Илизарова находится. Такое довольно интересное, очень серьезное диагностическое мероприятие, компьютерный видеоанализ походки. В общем, у нас команда, мы занимаемся наукой, мы совершенствуем методики, которые были придуманы нашими европейскими коллегами. Только у меня вот 9 патентов на изобретение, из них 4 по ДЦП. Вот, так что мы занимаемся этим, мы совершенствуем уже имеющиеся подходы и интегрируем это в нашу работу. Не только в нашу, там, в принципе, протоколы подразумевают использование на территории Российской Федерации. Ну, вы вот сказали 9 патентов. Вот, какие изобретения, где используются? Мы же этими методиками пользуемся, то, что придумано. Для того, чтобы просто проще понимать, патент на изобретение – это документально подтвержденная бумага, которая говорит о том, что ты придумал это. Вот. Ну, допустим, крайнее патентное изобретение у меня придумано по способу выполнения трехсуставного ортодеза у пациентов с ДЦП. Вот. Мы эту операцию делаем года 3 уже, наверное. Вот. Предыдущие патенты, они по разным вообще темам. Там и лечение посттравматических осложнений локтевого сустава, это тема моей кандидатской диссертации. Там и программа для расчета величины клиновидной стетомии локтевого отростка, это электронная программа, по ней у меня тоже получен патент. Также мы с командой придумали инструмент, который двигается в 3 плоскостях и позволяет нам остеотомировать кости так, как нам захочется, наверняка зная угол остеотомии, что принципиально важно для хирурга.
потому как вся медицина сейчас стремится к тому, чтобы мы были максимально детальны и конкретны. Вот. Делать на глаз остеотомию, ну, это уже давно не выбор оптимальный. Это наш инструмент позволяет это делать. Травматолог-ортопед Чибиров обладает огромным опытом в проведении операций разнообразных патологий и конечностей. Благодаря слаженной и продуктивной работе его команды, внедрению в практику современных инновационных методик, максимально щадящих техник рассечения кожи и удаления болезненных косточек, операции проходят с минимальным травматизмом для пациента и коротким периодом восстановления. В зависимости от заболевания специалистам используются разноплановые техники оперирования. Вы оперировали детей с ДЦП, вот в вашей практике наверняка были дети, которых вы оперировали, и они стали ходить. Много было таких случаев? И всегда ли вот ДЦП приговор для родителей? Хороший вопрос. Сейчас я на него отвечу. Но вообще для начала нужно сказать, что существует международная классификация моторных навыков пациентов. Это классификация, относительно которой мы отталкиваемся в плане как прогнозируемых моторных навыков, так и текущих у пациентов. Вот. И каждый функциональный уровень по этой классификации имеет свои потолки, грубо говоря, выше которых пациент не прыгнет. Вот. Первый функциональный уровень по GMFCS — это вот такая классификация, Gross Motor Function Classification System, если расширенно говорить об этом. Вот. Первый функциональный уровень и второй функциональный уровень — это пациенты с ДЦП, которые могут самостоятельно ходить, но при этом имеют определенные ограничения. Я думаю, что вы на улице где-то даже замечали таких пациентов. Вот. У этих пациентов одни подходы хирургической коррекции. Иногда им хирургическая коррекция и не требуется. Вот, требуется какая-то неврологическая поддержка или техническая поддержка, то есть использование аппаратов для ходьбы или других технических средств реабилитации. Вот, или каких-то других подходов. Их на самом деле очень много. Это система знаний. На самом деле это не одно направление, это коллаборация разных направлений. Вот, пятый функциональный уровень — это самые тяжелые нарушения моторные у пациентов. Они коррелируют, конечно, со степенью повреждения коры головного мозга, с неврологическим статусом, но это тяжелые дети, которые, к сожалению, ходить никогда не смогут. Вот. ДЦП — это не заболевание, которое можно вылечить, это не грипп, не пневмония. Вот это довольно полиморфный симптомокомплекс, включающий в себя целую кучу клинических проявлений. Вот. И этому всему, все, что касается ДЦП, да, и этой классификации, и хирургическим подходом, меня научил мой учитель. Хочу отдельно его поблагодарить, раз уж такая возможность предоставляется. Это, в принципе, человек, который собрал в Кургане молодых парней, жаждущих знаний и стремящихся идти вперед. И вот сформировалась такая команда классная. Вот. Парни молодцы, мы все кандидаты меднаук в нашей команде. Пишутся даже докторские диссертации. Я уже начал собирать материал, тему пока раскрывать не буду. Вот. Ну а большое спасибо нашему учителю, праотцу Дмитрию Арнольдовичу Попкову. Это профессор Российской академии наук, наш руководитель, наш сенсей, наш мэтр. Он нас ему научил, интегрировал европейские подходы в систему нынешней отечественной нейроортопедической хирургической помощи. Вот. Без его влияния не получилось бы ничего, абсолютно ничего. И наш сегодняшний день не имел бы никакой актуальности. Я бы был где-нибудь в Кургане до сих пор, оперировал бы свои локти, наверное, или что-нибудь при помощи аппарата Визарова. Но благо меня судьба свела с этим человеком. Ну и все в моей жизни перевернулось. Этот человек умеет перевернуть все в жизни за один день. Понятно, что для детей с ДЦП им нужны особые реабилитационные центры. Ну, у нас в Абхазии есть реабилитационный центр, но он, скажем так, не совсем мощный. Но, может, какие-то рекомендации что бы вы смогли дать
мамам таких детей? Вот как им справляться вот с данной ситуацией в данных условиях? Вопрос хороший на самом деле, и я отвечу так. Ну, во-первых, наличие реабилитационного центра еще совершенно не говорит о том, что в реабилитационном центре находятся профессиональные специалисты, занимающиеся проблемой. Вот. Во многом на данный момент проблема даже не в реабилитационных центрах, а в профессиональном образовании специалистов и привлечении этих специалистов в реабилитационные центры. Потому как есть тенденция такая, что государственные реабилитационные центры, они нищают специалистами, потому что специалисты, достигнув определенного профессионального уровня, они уходят из этих государственных учреждений и начинают вести частную практику. И это логично, потому что этих специалистов не поддерживают финансово никак. Вот. И специалисту проще заработать деньги в частной медицине, в частной деятельности, чем в государственной. Это что касается реабилитационных центров. А мамам скажу следующее. Во-первых, вы правильно сказали, ДЦП не приговор. Мы должны понимать, что неврологический дефицит никуда не денется, он будет у пациента еще долгое время. Вероятность формирования ортопедических проблем присутствует у детей до 16 лет. До 16 лет мы должны быть очень внимательны к тому, что называется проблема. Вот, а проблем целая куча на самом деле. У пациентов с ДЦП наблюдаются различные сопутствующие заболевания, которые могут отягощать реабилитационный потенциал, возможность реабилитационного потенциала у пациентов. Нужно корректировать и выраженность сопутствующих заболеваний, стабилизировать ребенка соматически, работать с ним психологически, заниматься сенсорной интеграцией, развивать его и повышать его когнитивные возможности. Ну и не забывать, конечно, про ортопедию. Ортопедический спектр довольно широкий проблем. Вот, и каждая проблема, каждая разновидность требует своего подхода, своих методов, которые подбираются относительно пациента индивидуально. Ни в коем случае нельзя говорить о том, что у одного пациента плановальгусная деформация и у другого пациента плановальгусная деформация, значит им одно и то же надо. Ни в коем случае. Во-первых, различные комбинации деформации могут быть. В различном возрасте требуются различные подходы как хирургической коррекции, так и консервативной коррекции. Возможно применение ботулиновой терапии и возможности неврологической коррекции в комбинации с фиксациями, статическими фиксациями нижних конечностей. Это приносит хороший профилактирующий эффект. Вот. Поэтому проблема полиморфна довольно-таки широкая, и поэтому важно врачу лично общаться с пациентами. Поэтому я в большей степени пациентам таким в дистанционных консультациях отказываю, потому что это совершенно не общение, не диалог. Родители должны видеть врача, общаться, задавать вопросы, получать на них ответы. И вообще, знаете, есть такое понятие, как материнское чутье. Вот мамино сердце никогда не обманет. Если пациенты пришли, увидели врача, им понравилось общение, и если врач говорит о том, что вот требуется хирургия, то у мамы как минимум вырабатывается доверительное отношение к специалисту, и тогда все идет очень просто. Не раз наблюдал случаи, когда мамы по каким-то причинам различным не хотели оперировать своих детей и все равно шли на операцию. Ну и там целая куча проблем на самом деле. Это головная боль для хирурга, потому что сомневающийся родитель – это еще один пациент. Вот. Есть вот такой клинический случай. Кстати говоря о науке, то вот по этому клиническому случаю, по этому пациенту у меня вот как раз-таки крайний патент и получился. Вот. Разнонаправленная деформация стоп, плоско-вальгусная деформация слева, варусно приведенная деформация справа, контрактуры коленных суставов. Все очень красочно. Вот схема моей операции, которую мы придумали с коллегами в центре Илизарова. Вот, из 2 доступов выполнять трехсуставной артродез. Такая довольно экономная такая, с точки зрения травматичности операция. Вот, выполнили такую операцию и получили биомеханически, анатомически, физиологически выгодную стопу, на которой пациент будет опираться, вертикализироваться и ходить. Вот, есть такие случаи тоже. Вот пациент 5-летний, никогда не ходил самостоятельно, ходил только с поддержкой мамы. Вот, выполнено хирургическое лечение. И вот это его первые шаги в жизни.
вот, через 1 год после операции. Вот. А потом ребенок растет, мы его наблюдаем, смотрим, он никуда не исчезает, и 2 года после операции отдаленный результат, ходьба сохраняется у него. Вот. Есть очень тяжелые пациенты. Вот, кстати, в тему того, как важно своевременно выполнить операцию. Вот этого ребенка его хирургически не лечили никогда, делали только эти методики ульзибат, проколы, которые по своей сути являются деструктивными и неправильный подход к коррекции хирургических проблем ортопедических. Пациент потерял навык состояния ходьбы, вертикализации очень долгое время назад. Вот, по дому может передвигаться только при помощи таких ходунков, и то затрачивая огромное количество сил для того, чтобы дойти хотя бы до туалета. Мама вынуждена постоянно находиться рядом с ним. Это очень тяжело. Вот, мы выполнили 2 операции с разницей в 2-3 недели после первой. То есть 2 ноги прооперировали. И после того, как мы сняли гипсы и пореабилитировали этого пациента, мы получили вот такую вот вертикализацию и ходьбу. Он сменил ходунки на упрощенный вариант. Он может передвигаться по двору, выходить на улицу гулять, доходить до туалета без дополнительной помощи. Вот. Есть тоже один такой крайний случай, я вам покажу. Пример, вот этот вот пациент, который тоже потерял навык ходьбы, самостоятельно передвигается только с такими ходунками. 17 лет, взрослый парень, но у него хорошо развитый плечевой пояс, он активный, живенький. Вот. Мы ему сделали операцию, и 2 года после операции мы получили самостоятельную ходьбу, восстановленную в давно утерянном времени своем. Есть, конечно, к чему придраться, но в таком возрасте уже это не придирки, а вот именно максимально возможно вытянутый результат, который мы лучше мы не смогли бы в этом возрасте получить. Но при этом, если бы такие проблемы мы скорректировали намного раньше, мы и моторику бы получили лучше. Поэтому важно своевременно вмешаться. А своевременно определяет врач. Конечно. Причем не каждый травматолог-ортопед сможет сказать, надо или не надо. Лучше таких детей показывать нейроортопеду, который занимается именно ДЦП-шными детьми. Уже у вас есть здесь свои пациенты. Планируете ли вы еще раз приехать в Абхазию? Вчера по телевидению меня увидели по телевизору мои пациенты, которых я оперировал 4 года назад в центре Илизарова. Вот они очень обрадовались этому обстоятельству, что я тут веду прием и консультирую. Они сегодня приходили. Вот. К счастью или к сожалению, пациенты требуют хирургической коррекции. Так как мы уже отобрали пациентов на хирургию, второй мой приезд будет совмещен, помимо консультативных приемов, я уже буду оперировать пациентов. К этому времени мы подготовим все необходимое для того, чтобы мы интегрировались и внедрились в детскую клиническую больницу. Вот, с коллегами мы уже знакомы, так что вот осенью мы уже приедем оперировать детей. Они требуют помощи, и, естественно, мы поможем при плотном взаимодействии с благотворительным фондом Ашана, за что хочу я отдельное спасибо сказать. Вот, без их содействия и помощи этого бы все не получилось. Поэтому им спасибо, и будем надеяться, что будем работать с ними, взаимодействовать в дальнейшем. Георгий Мирабович, я благодарю вас за беседу. Спасибо вам большое, Осман, за то, что выделили время, и спасибо за внимание вообще всем, кто проявляет хоть какую-то заботу о нашем общем деле. Это очень важно, я хочу донести это до каждого. Мы с Зазой Джамаловичем живем этой работой, и хочу, чтобы другие люди это тоже чувствовали и понимали. Мы здесь для того, чтобы помогать. И надеюсь, это получится. Этой осенью доктор Георгий Чибиров планирует оказать хирургическую помощь некоторым пациентам на базе детской больницы. Хочется добавить, что консультации и лечение у доктора такого уровня для наших граждан бесценно. И, к сожалению, детей с нарушением функции опорно-двигательного аппарата и диагнозом ДЦП в нашей стране немало. Напомню, что данная акция организована культурно-благотворительным фондом Ашана в рамках медицинского проекта «Здоровое поколение».
при поддержке Министерства здравоохранения Республики. На этом я прощаюсь с вами. Будьте здоровы и до новых встреч!